Зеленая Россия. Малгобек стал участником Всероссийского экологического субботника. Акция по традиции проходит ежегодно в августе по всей стране. В городе Воинской Славы наводили порядок на центральной площади мемориала памяти «Лес Победы». В мероприятии принял участие и мой коллега Ибрахим Цароев. Этот лес победы порохом не пропах, но слегка зарос травой. Живая память о каждом воине-красноармейце, погибшем на фронтах Великой Отечественной, нуждается в постоянном уходе. Комитет экологии в полной мере исполняет свои обязательства, окружая мемориал заботой. И если 9 мая на окраину Малгобека спешат с венками и гвоздиками, то к осени с газонокосилками и граблями. Мы совместили и ежегодно проводимый субботник, и продолжение данной акции. У нас в республике сейчас приняло участие практически все органы исполнительной власти, молодежь, дети. Комэко призвал встать не под ружье, но сельхозинвентарь всех неравнодушных. Большинство из откликнувшихся имели прописку в Малгобеке и районе. Субботник освежил Лес Победы и привел в восторг участников. Участники, отработав, пустились в пляс. Населенные пункты Ингушетии делятся по категориям: бывшая и действующая столица, города и сельские поселения, предгорные, горные и равнинные, а еще экологически чистые и не совсем. В рамках субботника «Зеленая Россия» незасоренных позвали громко по именам и отблагодарили. В марте месяце еще главой была поставлена задача ликвидации всех несанкционированных свалок на территории республики. Был составлен план работы, и во взаимодействии со всеми главами администрации была проведена работа. Проведена оценка деятельности и определение победителей конкурса. Из городов лучше всего с этим справился город Малгобек, из районов лучшим стал Малгобекский муниципальный район, из сельских поселений сельское поселение Газиюр. Также в рамках проекта прошло торжественное посвящение в «Зеленые пионеры». Школьникам-малгобекчанам, принимающим у старших экологическую вахту, повязали белые галстуки. Итак, друзья, председатель комитета по экологии, уже увидите, посвящает детей в пионеры зеленые. Закончился субботник концертом. Тем из участников, кто не желал хлопать и подпевать, МЧС представила свою спецтехнику. Для всех присутствующих открыли борта пожарных карет. Ибрахим Цароев, Рамадан Ахильгов, Магомед Гагиев, Вести, Ингушетия.